Селям алейкум, сагалы телесерджилер. В долгожданный теплый выходной день я снова рада встрече с вами на кухне Софрага Буюренес. Дорогие друзья, если вам предстоит встречать гостей, но вы боитесь кому-то не угодить, не зная их вкусов, есть отличное решение. Приготовив сегодняшнее блюдо, вы можете быть уверены, что все пройдет по высшему классу. А в этом поможет наша сегодняшняя гостья, и мне уже не терпится ее представить. Эксперт в области красоты и стиля, основатель бьюти-студии, яркая девушка с обворожительной улыбкой Зарина Мухамедшина. Блоги о красоте стремительно ворвались в нашу жизнь. И любая современная девушка изо дня в день следит за модной индустрией. Быть собой, выглядеть и одеваться согласно личным пожеланиям, устанавливать свои правила в жизни. Что может быть лучше? Яркая, целеустремленная, обаятельная Зарина Мухамедшина притягивает внимание своей уверенностью и женственностью, а также стремлением к новым достижениям. Мировые показы, недели моды и журналы красоты не обходятся без участия красавицы Зарины. Ведь за продолжительное время своей бьюти-деятельности она завоевала признание любимых клиентов. Об этом свидетельствуют полученные награды и положительные отзывы. А сегодня на кухне Софрага Буюренес Зарина Мухамедшина поделится рецептом невероятно вкусного десерта под названием авторский чизкейк. Зарина, селям алейкум. Алейкум селям. Добро пожаловать на нашу гостеприимную кухню. Рада тебя видеть у нас. Рассказывай, что сегодня будем готовить? Что за блюдо? Я так вот подумала, что все-таки утро мы приготовим сегодня легкий завтрак. Угу. Это будет называться чизкейк быстрого приготовления. Так. Чизкейков, как вы знаете, рецептов тысячи, но мы выбрали самый быстрый. Самый быстрый. Вы знаете, иногда очень хочется сладкого и быстро. Это самый оптимальный вариант. Очень вкусно, когда есть ягоды, фрукты и сливочный сыр. Можно очень быстро приготовить себе легкий десерт. Здорово. Так, ну что, какие у нас есть ингредиенты? Нужно нашим телезрителям обязательно сказать, что у нас сегодня есть на столе и из чего мы будем готовить. Ну, основной ингредиент – это сливочный сыр для чизкейка. Мы его собьем со сливками кондитерскими. Так, вот сливки у нас есть. Еще что? Растопим чуть-чуть, ну вообще чуть-чуть сливочного масла. Угу. Все это мы собьем, добавим туда, растопим желатин, добавим сахар. Вот, и поставим эту массу в холодильник на несколько минут. Угу. Все, что я вижу, яркое, красочное, красивое, наши замечательные ягоды и вот эти вот печеньки и мята. Это у нас для украшения, я так понимаю, да? Да, в основном для украшения. Сейчас сезон, почему их не использовать? Клубника свежая, черника, да, виноград. Ну и печеньки, конечно же, это больше для украшения. Все отлично. Я думаю, что будет очень красиво и не менее вкусно. Давай тогда будем приступать. Давай. Так, с чего мы будем начинать? Начнем взбивать сыр. Выложили сливочный сыр, весь, который у нас был. Добавляем теперь сюда сливки сразу, да, я так понимаю? Да, добавляем. сначала добавим, потом уже будем взбивать. Так. Ну, сливок много не нужно, потому что сыр у нас сам по себе жирный. Зарит, какого питания вообще придерживаешься, если не секрет? Нет, не секрет. Я, конечно, стараюсь здоровое питание, но от сладкого отказаться тяжело. Да, действительно. Много у нас сладкоежек среди телезрителей. Я думаю, этот рецепт обязательно пригодится. Да, как нам говорят, что это гормон счастья, да, без него никуда. Это точно. Так, уже 6-я ложка. Да. Но заметьте, ложки не полные, поэтому я как бы сыра мы же добавили немало, так что я думаю, будет достаточно. Нам нужно получить однородную массу и достаточно густую. Добавим сахар, грамм 100-150, то есть это ложек, ну, примерно там 4, да. Зарин, ты работаешь в индустрии красоты. И все-таки кто ты по образованию? Тоже поделись секретом. Вообще закончила Киевский национальный университет. Я работаю, можно сказать, по специальности. На кого ты училась? Менеджмент организации, управление персоналом. А как тогда пришла идея открыть салон? Честно говоря, идея пришла за 2 дня. Вот просто я читала очень много как-то одно время журналов,
следила за модой, и вдруг меня что-то настигло, что я хочу работать в сфере красоты. На следующий день мы нашли помещение и запустили салон. То есть вот так вот быстро? Быстро, очень быстро. Идея пришла быстро, но так ли быстро твоя работа набрала вот такие обороты? Ну, я С чего думаю, все начиналось? да, началось с того, что мы открыли сначала маленькую студию на Пушкина. Она была 40 квадратов. Вот. У нас набралась такая команда, которая каждый из мастеров любит свое дело. Я считаю, когда ты любишь свое дело, тогда ты достигнешь успеха. Мы начали набирать обороты, мы принимаем участие во всех мероприятиях Симферополя, вообще Крыма. И нас приглашают везде, конечно, и мы этому очень рады. Сколько человек в твоей команде на данный момент? На данный момент 22. 22 человека. То есть это один огромный салон, в котором работают 22 человека? Да, конечно, это 2 смены, все работают с выходными, но сейчас штат 22 человека. И руководишь всем ты? Да. Ну, о судьбе руководителя ты нам расскажешь чуть позже. А сейчас давай мы с тобой займемся тем, что взобьем все, что мы смешали. А мы смешали, напоминаю для телезрителей, сливочный сыр, сливки и сахар. И сахар. Нужно добавить чуть-чуть масла. Мы растопили масло. Масло тоже, да, будем добавлять? Да, сюда, тут правильно? буквально грамм 50. Да, мы его добавляем в общую массу. Все, в общую массу, совсем немножечко. Совсем масла. немножечко для вкуса. Угу. Все, добавили. Все, начинаем взбивать. Так, мы должны это все взбить до однородной массы. До правильно? однородной массы, но мы по мощности посмотрим. Будем, если что, добавлять. Хорошо. Не сразу. Зарин, возвращаясь к работе все-таки, были ли страхи, связанные с салонным бизнесом? Боялась ли чего-то? Вообще боялась ли открывать? Боялась ли работать? Какие-то вот трудности? Вот расскажи об этом. Я не скрою тот момент, что страхи, они всегда есть, но их нужно преодолевать. Мгм. Так вот, я их преодолеваю каждый день, потому что сфера красоты, наша индустрия красоты, это такая технология, где нужно идти в ногу со временем постоянно. Ты говоришь, что нужно идти в ногу со временем, и вот поэтому у меня назрел вопрос, какие процедуры сейчас более востребованы, какие менее? Процедуры на сегодняшний день востребованы все, как маникюры, педикюры. Конечно же, сейчас очень много уходов за волосами, роскошные волосы. Это то, что мы всегда можем предоставить в нашем салоне. Как ты следишь, за мировыми тенденциями? Откуда ты узнаешь о том, что какие сейчас новые технологии, новые методики появляются? Вот где ты находишь информацию? Я стараюсь посещать все мероприятия, не только у нас в Крыму, также летаю в Москву, в Италию, недели моды, потому что, честно говоря, очень много клиентов к нам обращаются не только за такими факторами, как маникюр, педикюр, но и по стилю одежды. Мы тоже даем советы, то есть можем сделать образ даже, как сейчас, невесты, дружки. И все это со вкусом преподнести. Здорово. Вот чего не хватало. Вот отлично, что есть вот такая вот замечательная бьюти-студия, в которую можно прийти и выйти просто замечательно роскошной девушкой. Так, вот то, что у нас получилось, что мы сейчас будем с этим делать, Зарин? Мы сейчас это отправим в холодильник минут на 20. Минут на 20 настояться, да? Настояться, да. Немножечко. Накрываем пищевой пленкой и отправляем на 15-20 минут в холодильник для того, чтобы она настоялась и чтобы мы могли продолжать готовить. Ты сказала, что ездишь много куда для получения опыта. И я знаю, что ты была на неделе моды в Милане, да, Милан Fashion Week 2017. Вот расскажи о впечатлениях, расскажи вообще о поездке, очень интересно. Да, впечатления колоссальные. Была в сентябре 2017 года на неделе моды. Очень много дизайнеров представили свои коллекции, но нам тоже это было очень интересно. Вообще здорово, и я хочу посещать каждую неделю моды. Она проходит 2 раза в год. Но это, получается, зимой не получилось поехать, но осенью планирую. Ну вот что запомнилось? А что сейчас в тренде вообще? Вот актуально сейчас так в тренде натуральность, естественность. Это касательно внешности. Цвета летние, сейчас лиловые, фиолетовые, все оттенки фиолета в моде. А что касаемо парней? Есть ли клиентура среди мужского населения? Да, достаточно большая клиентская база у нас. Мужчины на сегодняшний день также за собой следят.
Мы предоставляем такие процедуры, как маникюр, педикюр, стрижки. Сейчас вы сами видите барбершопы, то есть окантовка бороды, камуфлирование бороды. Это все есть в нашем салоне. Зарина, ну такой большой спектр услуг предоставляет твой салон. Вот хотелось бы узнать о твоей работе как руководителя. Насколько сложно вообще работать с коллективом? То есть как тебе удается действительно 22 человека, да, у тебя работает, как тебе удается всеми руководить? У нас подобраны отличные кадры. Я думаю, руководителем быть сложно, но когда у тебя есть всегда вдохновение на себя, на то, чтобы вдохновить людей, свой персонал, тогда все получается хорошо. Мои девчонки стараются, я постоянно их записываю на все различные курсы, повышение квалификации, приглашаем технологов к нам в салон. Им интересно, главное предоставить интересную работу и рост. Угу. Ну ты строгий руководитель? Я думаю, да. То есть у вас отношения руководитель-подчиненный или более такие дружеские, приятельские? Нет, у нас нет такого руководитель-подчиненный. Конечно, на дружеской волне в основном. Но я предоставляю, чтобы человеку было комфортно. И, конечно же, когда комфортно мастеру, тогда и комфортно нашим гостям. Это самое главное. Зарин, ну, пока наша масса все еще находится в холодильнике, может быть, мы можем заняться чем-то еще параллельно. Давай порежем клубничку. Угу. Это будет замена варенью или топпингу. Мы сделаем прослоечку клубнички с сахаром. Отлично, хорошо. Зарин, на просторах интернета нашла информацию, что ты заняла 4-е место в топ-100 стильных людей России. Я была на мероприятии в Москве. Угу. Топ-100 проходила по версии журнала Blog Magazine. Это московский достаточно популярный журнал. Они меня пригласили. И это оказалось для меня сюрпризом. Вот. И сам Сергей Зверев вручил мне эту номинацию. Да, 4-е место, топ-100 самых стильных, успешных людей России. Для меня это было очень, Наверное, во-первых, это было неожиданно. Неожиданно, да. Это было неожиданно, потому что, я же говорю, это был сюрприз. И к тому же, наверное, это было еще и очень приятно. Очень приятно. На мероприятии было много звезд, достаточно известных, российского шоу-бизнеса. Вот. И когда меня вызвали на сцену, то есть напечатали в журнале мое интервью обо мне, это было очень приятно. Как тебя встретили в Крыму с такой победой? В Крыму здорово. Я очень благодарна своим девочкам, коллективу, семье. Да. У меня еще есть с братом кафе в Саках. Там коллектив. И, конечно же, нашим гостям. Они прям так поддерживали. Зарин, поделись секретом все-таки. Твои личные секреты красоты. Главное не лениться. Это, конечно же, активный вид спорта, посещение тренажерных залов. Но в первую очередь, я считаю, красота идет изнутри. То есть, если ты проснулся с хорошим настроением, ты уже красивый. И тогда у тебя все получится. Вот такие советы от нашей гости. Друзья, просыпайтесь всегда с хорошим настроением. Кушайте такие вкусные десерты. Все да, питание это тоже очень влияет на настроение, на нашу внутреннюю красоту. Поэтому не ешьте бургеры, ешьте фрукты. Уважаемые телезрители, мы нарезали клубнику. Это у нас будет прослойка. Что теперь с ней нужно сделать, Зарин? Засахарим, добавим сахарку, так будет вкуснее. И она тоже у нас настоится, а мы пока порежем виноград. Ну что, клубничку мы нарезали, засахарили. Теперь таким же образом нарезаем виноградик. Порежем пополам. Зарина, расскажи о себе, какая ты вне работы, какое у тебя хобби, увлечение, как ты проводишь свое свободное время? Честно скажу, времени свободного мало, но если оно есть, я стараюсь его провести либо в спортзале, либо в бассейне поплавать, и, конечно же, навестить близких, родных. Угу. Так, это у нас для второй порции, правильно? Да, для второй порции. Мы сделаем их по вкусовым качествам, чуть-чуть разные. Творожная масса, я думаю, уже готова, нужно посмотреть, как она выглядит. Зарина, оцени, что получилось. Да, давай здорово. пробуем. Загустела. Угу. Что теперь мы должны сделать? Приступим к оформлению, я думаю. Первый десерт мы сделаем на дно нашу клубнику засахаренную. Получается уже красиво. Зарина, существует высказывание одного философа: красота – это вечность, длящееся мгновение. Согласна с таким высказыванием? Скорее всего, да.
у нас бывает возможность произвести первое впечатление на человека. Вот. Если ты красив, уверен в себе, я думаю, впечатление останется навсегда только положительным. А что красота именно для тебя? Для меня, конечно, это и внешняя красота, и внутренняя красота, и вообще уважение в целом ко всему миру, людям и доброта. Здорово. На дно второго фужера выкладываем перемешанный виноград с ежевикой, тоже засахаренные. Зарин, как человек опытный в индустрии красоты, что бы ты посоветовала начинающим стилистам, начинающим людям, которые в этой сфере хотят работать? Всем начинающим специалистам советую четко знать и понимать, чего ты хочешь на самом деле, с каким контингентом людей ты хочешь работать, кем ты хочешь стать и чего достичь. Угу. Да, это очень важно, потому что есть люди, которые берутся за все сразу, как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного и не поймаешь. Да, это вот ошибка на самом деле. Поэтому нужно понимать, чего ты хочешь достичь, чем ты хочешь заниматься, и уверенно идти к своей цели. Согласна? Уверенно, без боязни и, конечно же, любить свое дело. Итак, смотрим, что у нас получается. Впечатляюще. Впечатляюще, да. Если вы хотите этот десерт съесть сразу, будет так же вкусно. Но если он еще в готовом виде постоит в холодильнике часик, то будет прям вот как легкое мороженое. Уважаемые телезрители, это еще не все. Сверху будет украшение. Как видите, у нас еще остались некоторые ингредиенты, которые мы положим, чтобы завершить наше произведение кулинарного искусства. Кем видишь себя через 5 лет? Рядом любящего супруга, нашу большую семью, хочу 3 детей. Конечно, я считаю, в нашем 21 веке современная женщина, она может успевать вести бизнес и семейную жизнь. Ну что ж, мы вышли на финишную прямую. Осталось украсить наш десерт. Как будем украшать, Зарин? Наверное, украсим по-разному. Я предлагаю тот десерт, где у нас виноград. Угу. Порежем туда макаронцы. Так. А с клубничкой тоже сверху выложим ягодки. Отлично. У нас будет 2 варианта подачи. Правда? Да, можете украшать из всего яркого и вкусного. Это всегда беспроигрышный вариант. В принципе, такой десерт можно украсить чем угодно. Любым топпингом. Карамельным, шоколадным, ягодами. Вареньем, сиропом. Печеньем, чем угодно. Чем угодно. Зарина, вот мы с тобой про далеко идущие, про грандиозные планы поговорили. А вот какие у тебя планы на ближайшее время? Может быть, какие-то поездки планируются? Может быть, что-то еще интересное? Да, вот то, что я вам говорила про осень, неделя моды. Ну и сейчас, летом, в июне, начинается очень много мероприятий в Москве, такие как Fashion People Awards. Я там была неоднократно. Очень много премий, и мне тоже хочется там побывать. Угу. Привести какие-нибудь новые впечатления, новые идеи, которые будешь воплощать здесь. Вообще, вы знаете, круг общения с успешными людьми – это всегда вдохновение на что-то новое. Ну вот я знаю, что помимо того, о чем ты рассказываешь, ты еще была в жюри на некоторых мероприятиях. Расскажи. Часто приглашают в жюри на конкурсы красоты, такие как… Вот у нас, кстати, будет проводиться «Мисс Крыма» тоже. Вот. Конечно, я когда-то сама была участником конкурсов. Это всегда переживания. Ну, поддерживаем, конечно же, оцениваем строго по всем критериям. Сложно ли выбирать победителя? Ну, я считаю, что, выйдя на сцену, каждая из них уже победительница. 1 целый. Угу. Так, мята нам понадобится. Итак, 1 десерт у нас готов. Чем будем, Зарина, украшать 2 десерт? 2 десерт ягодками украсим. 1 у нас с печеньками, 2 начнем, я думаю, с клубнички. Так. Тоже будем выкладывать. Да, я думаю, мы с одной стороны выложим ягодки. Угу. У нас все вкусное, все свежее, поэтому можно не жалеть. Вообще получается очень красиво. Зарина, вот ты сейчас рассказывала о поездках в Москву, о поездках в Италию. Где еще бывала?
Если не секрет, конечно. Ну вот майские провела в Турции. Есть ли страны, которые хотелось бы посетить, в которых ты еще не была? Честно говоря, хотелось бы посетить как можно больше стран. Хочу очень побывать во Франции. Угу. Эйфелеву башню увидеть Ну да. вживую. Мечта всех романтических натур. Побывать во Франции, посмотреть Эйфелеву башню, насладиться видами Парижа. Так, а мы наслаждаемся видами нашего десерта. Хочется еще одну клубничку. Давай еще одну клубничку, я думаю, мяту тоже, да? Как-то вот бы ее поставить вот так. А мяту с этой стороны. А мяты... Ну-ка, давай вот такую вот веточку. Да? Да. Вот сюда. Как коктейль получается. Получилось, да, такой летний вариант десерта. Для завершения десерта можно чуть-чуть присыпать сахарной пудрой, и создаст такой эффект. Сыпем совсем немножечко Немножечко. для красоты. Ну, я думаю, достаточно. Отлично. Уважаемые телезрители, у нас получился поистине роскошный десерт. Рекомендуем вам его делать заранее, чтобы, когда получится вот такая вот красота, вы могли убрать его в холодильник на несколько часов и потом радовать своих гостей вот таким вот прекрасным чизкейком. Зариночка, что бы ты хотела пожелать нашим телезрителям в такой прекрасный день? Желаю всем добра, красоты, будьте стильными, красивыми и всегда хорошего настроения. Чох сау нас, Зарина. Была рада знакомству с тобой. И было очень приятно провести с тобой это утро. И вам сагулнес. Дорогие друзья, желаю, чтобы ваш день начался с улыбки. И пусть ваши глаза светятся радостью, как у нашей сегодняшней гости. В нашей студии была Зарина Мухаметшина. Аштатлы Олсун, Корюшкенже.